но разработать программу рабочую именно на 8 дней. Это надо несколько программ. Добрый день, уважаемые коллеги. Коллеги, мы приветствуем участников круглого стола. Добрый день. И сейчас к нам подключились все районы, все муниципалитеты, значит, по вопросам формирования штатного расписания в школах, которые являются у нас участниками проекта по реализации мероприятий для школ, которые существуют сложные социальные, в первую очередь, условия. И поскольку в силу ряда объективных причин, значит, алгоритмы формирования штатного расписания в образовательных организациях сегодня мы представить не сможем, но мы представляем, значит, определенные федеральные тренды и установки, которые существуют в этой отрасли. Да? То есть это один из приоритетных проектов, и он регламентируется несколькими очень значимыми документами, в том числе и той концепцией, которую реализует Республика Коми по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, находящихся в сложных социальных условиях. Так вот, один из таких документов, который определяет, значит, ведение различных штатных должностей узких специалистов, это психологи, это дефектологи, это логопеды, педагоги дополнительного образования также. Значит, это такие документы, как, например, концепция развития психологической службы в системе образования Российской Федерации на период до 2025 года. Сейчас эта концепция находится под пристальным вниманием правительства Российской Федерации, но и она находится в самом начале пути, то есть ее первый этап, когда должен быть проведен мониторинг потребностей в образовательных организациях, в психологических службах и просто специалистов, психологов, он должен закончиться к 2020 году. Поэтому, в общем-то, согласно этой концепции, абсолютно все образовательные организации должны быть укомплектованы либо службами соответствующими, либо штатной единицей психолога. То же самое у нас с социальными педагогами и педагогами дополнительного образования. Готовится также концепция развития дефектологического образования в Российской Федерации, которая тоже будет определять наличие таких возможностей. Но при этом, что следует отметить, что 26 декабря 2017 года вышло постановление правительства Российской Федерации об утверждении государственной программы Российской Федерации развития образования. И в этой государственной программе обозначено 3 приоритетные цели. Первое – качество образования, второе – доступность образования, и третья цель – это онлайн-образование. И в соответствии с этим федеральным приоритетным документом у нас, как мы можем понимать, да, сейчас развиваются все формы онлайн-образования и онлайн, соответственно, взаимодействия между образовательными организациями. Поэтому пока другие приоритетные направления начинают свое вхождение в наше образовательное пространство, пока, значит, службы социальные, психологические, дефектологические, логопедические только начинают свою работу в пилотных регионах, мы хотим анонсировать в рамках, значит, нашего участия Республики Коми в проекте по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, находящихся в сложных социальных условиях, платформу, которая была создана нами в рамках этого проекта. Платформа носит название «Мобильный методист», и ее суть будет как раз в том числе сводиться к тому, что это будет такая онлайн-платформа, где сильные школы могут делиться своими кадровыми, методическими, интеллектуальными ресурсами для школ-участников проекта, где, в общем-то, мы готовы апробировать вот эту систему, в том числе кадровой поддержки, пока, значит,
невозможно в каждой абсолютно школе Республики Коми ввести штатные должности, да, каких-то специалистов. То есть мы широко приглашаем общественность заинтересованную, в том числе в такой работе, да, значит, включаться в работу мобильного методиста. И очень адресно, что ли, отрабатывать те потребности и запросы, которые есть. То есть мы будем отталкиваться на основе ваших запросов. Если есть потребность какой-то вот кадровой, в том числе, да, поддержки, она будет обеспечена в рамках этого нашего ресурса. Да. И сейчас я передаю слово проректору по образовательной деятельности Института развития образования Марине Антоновне Ляповой, чтобы поподробнее можно было рассказать и представить эту систему. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы приветствуем всех участников проекта. Я расскажу немножечко о концепции платформы «Мобильный методист», а затем наш программист подойдет и продемонстрирует ее основные возможности. Платформа «Мобильный методист», как уже Светлана Васильевна отметила, является той базой, на которой будет осуществляться все сопровождение школ участников нашего проекта. В разделе «Документы» будут представлены все необходимые нормативные акты, будут представлены все приказы по Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми, все приказы по нашему Институту развития образования, то, что касается организации работы школ в нашем проекте. В разделе «Методические рекомендации» мы будем выкладывать все те материалы, которые помогут вам организовать вашу работу. Материалы, которые помогут вам создавать программу по переводу школы в эффективный режим. Материалы вебинаров, которые у нас уже прошли и еще будут проходить. То есть все материалы, которые в помощь вам мы сможем предложить. Кроме того, в этом проекте участвует не только наша республика, да, участвует вся Россия, многие регионы уже не первый год принимают участие в этом проекте, и у них тоже есть уже хорошие наработки, которые мы также можем использовать в нашей практике. Эти материалы мы тоже предложим вам на нашей платформе «Мобильный методист». Но самое главное, что будет реализовано на этой платформе, это возможность сетевого взаимодействия. Мы создали межмуниципальные сетевые сообщества, вы уже начали в них работу, наверняка уже все школы познакомились друг с другом, и со своими кураторами, да, нашей консалтинговой группой сопровождения проекта, представителями, специалистами Института развития образования. Здравствуйте. Каждая группа получит свое пространство на платформе «Мобильный методист». Вот подошел наш программист Александр Михайлович Дронов, который создавал эту платформу, и сейчас он нам продемонстрирует ее основные возможности. Сетевые сообщества будут иметь доступ к сетевым сообществам, будут иметь доступ только те школы, которые участвуют в конкретном сетевом сообществе. Для того, чтобы зарегистрироваться в сообществе, надо будет внести необходимые данные. И в этих сетевых сообществах вы можете организовывать непосредственное взаимодействие друг с другом и со своими руководителями. Итак, посмотрим, что на сегодняшний день на нашей платформе уже сделано, и о перспективах дальнейшего развития тоже расскажем. Так, на главной страничке мы с вами видим, да, есть у нас раздел «Документы» и есть раздел «Методические материалы». Но пока еще платформа в таком тестовом режиме находится, да, поэтому еще не все здесь представлено. В ближайшем будущем мы все эти материалы будем выкладывать. Можно непосредственно зайти в раздел «Документы», и здесь будут представлены, как я уже сказала, все необходимые нормативные документы. Кроме того, мы видим, отображается календарь на каждой страничке. В календаре мы будем размещать все основные события, которые будут касаться всех участников проекта. В разделе «Методические материалы» будут представлены методические материалы, необходимые для организации вашей работы, и раздел «Сообщества». А пока сообщество у нас названо условно. Сообщество 1, сообщество 2, сообщество 3. Обозначены организации-лидеры и организации-участники. Мы предлагаем вам в своих сообществах определиться. Может быть, вы какое-то творческое название для своего сообщества придумаете. Да? И затем это название мы отобразим
непосредственно на платформе «Мобильный методист». Заходим, например, в сообщество 1, и здесь будут выложены все необходимые материалы для вашего взаимодействия. Александр Михайлович, что-то может быть поясните? Да. Как можно попасть в сообщество? Так, ну для начала нужно либо выполнить регистрацию, либо войти уже под существующим именем пользователя. То есть обращаем ваше внимание, да, что платформа не является полностью открытой, какие-то материалы будут находиться в открытом доступе, а сообщества, они будут закрыты, и попасть в них может только зарегистрированный участник данного конкретного сообщества. Поэтому все материалы, которыми вы будете обмениваться внутри сообщества, они будут доступны только вам, только вашему сообществу. Соответственно, да, после того, как мы зашли под пользователя, мы видим, что сообщество разделилось на две части. Это мои сообщества, сообщества, в которых уже состоит участник, и сообщества, в которых участник еще не состоит. Те сообщества, в которых он состоит, он может открыть и посмотреть материалы. То есть пока мы видим просто примерный материал. Да, Наполнять свои сообщества вы будете уже самостоятельно, непосредственно с вашим куратором, с консалтинговой группой сопровождения, со специалистами Института развития образования и взаимодействия. материалы сообществ можно комментировать. Это очень важно, да, что есть такая возможность обсуждать материалы, можно загружать файлы. И можно создавать собственные материалы сообщества, если вы являетесь как раз членом группы. Название, дата. Если есть необходимость, можно добавить дату окончания актуальности данного материала. Если нет такой необходимости, можно выключить эту опцию. Да, и материал будет доступен в течение всего времени существования сообщества. Да, все верно. Это очень удобный ресурс для того, чтобы школа-лидер общалась и согласовывала свои программы со школами-участниками проекта. Мы говорили об этом вчера на вебинаре, на семинаре, и сегодня на семинаре с муниципальными управлениями образования. Так, посмотрим, как работает календарь. То есть мы видим, да, что у нас есть, открывается календарь на месяц и предполагаемое событие, которое будет реализовано, например, в этот день, 26 апреля, о нем мы можем информацию прочитать. События, которые добавляются администраторам. Вот эти события добавляют администраторы. Но, кроме того, каждое сообщество может свои события в общий календарь добавлять. Уважаемые коллеги, если у вас есть какие-то еще пожелания, что-то вы бы еще дополнительно хотели увидеть на платформе «Мобильный методист», пожалуйста, посылайте нам свои запросы, мы их рассмотрим и обязательно учтем, для того, чтобы наша платформа действительно была тем живым инструментом, который поможет нам организовать наше взаимодействие в проекте и который действительно будет позволять нам достигать высоких результатов. А вопрос, будет ли в моем сообществе, я, может быть, отвлеклась, не увидела, будет ли в моем сообществе отражена информация о контактных данных школы-лидера и школ-участников? Есть ли такое поле, такая возможность? Конечно, такая возможность существует. Да, дело в том, что эта система разрабатывается, в общем-то, 4,5 дня, поэтому на данный момент этот функционал еще не добавлен. Будет. Но все поля контактные будут добавлены. Кроме того, у нас существует возможность для связи с пользователями через форму. Пользователи сами добавляют о себе информацию. Соответственно, если мы зайдем сейчас за второго пользователя, то мы сможем связаться с этим пользователем через контактную форму, не видя напрямую его электронную почту, что важно с точки зрения конфиденциальности. То есть взаимодействие непосредственно на самой платформе может осуществляться, без выхода на другие ресурсы. Вот у нас другой как будто бы пользователь появился. Пришел мобильный методист. Так, сейчас будем додать. Да, вот самое важное, это, конечно, не забывать свои логины и пароли. Поэтому продумайте, где вы будете их хранить.
Тогда возможность, вот в случае, как мы обычно поступаем с сайтами, с кошельками, с сайтами социальных сетей, будет ли возможность восстановить свой пароль? Да, конечно, такая возможность будет предусмотрена. Вот мы сейчас зашли за другого пользователя, у нас тут есть кнопочка «Контакт», и мы можем от своего имени, указав свой адрес, связаться с пользователем, например, созидание 56, не зная его email-адреса. Он получит это уведомление также на почту. То есть вот такое взаимодействие можно организовать непосредственно внутри платформы. Да? Например, каждый участник проекта может связаться с консалтинговой группой непосредственно через платформу. Так, Александр Михайлович, покажите, пожалуйста, как происходит регистрация участников на платформе. Так, у нас есть кнопочка «Регистрация», формы входа. Вот, забыли пароль. Вводим Да, имя при пользователя. регистрации, да, вводим следующие данные. Имя пользователя, которое будет отображаться в системе, кратко. Email-адрес, пароль, ФИО Но пользователя. есть какие-то особые требования к паролю? Конечно, они перечислены сбоку. То есть не должно быть не менее 6 знаков, да, буквы в нижнем регистре, буквы в верхнем регистре, латинские буквы обязательно должны быть, да, или Да. русские могут быть. Ну, вообще русские буквы нежелательны, потому что происходит хэширование лучше. Да, поэтому лучше латинские буквы использовать цифры какие-то и какие-то другие еще символы, которые не являются ни буквами, ни цифрами. Да. Далее мы выбираем организацию. То есть выбираем сначала муниципальное образование, да, затем организацию. То есть здесь заведены именно те школы, которые являются участниками проекта. Другие организации здесь зарегистрироваться не смогут. Вписываем свою должность. Выбираем роль в проекте. Роль в проекте, либо вы руководитель от образовательной организации, либо вы руководитель от управления образованием, либо вы участник проекта. И заполните краткую информацию о себе. Да. Обратите внимание, что некоторые поля являются опциональными, то есть в данный момент их не обязательно заполнять. Например, коротко о себе. Мы не обязаны заполнять. То есть там, где стоит звездочка, поле обязательно для заполнения, да? Там, где звездочки нет, это по вашему желанию. И кроме того, можно прикрепить фотографию. Да, в любой момент потом можно перейти во вкладку «Редактировать» у своего пользователя и дополнить его фотографией, либо как раз дописать информацию о себе. Также активировать персональную контактную форму, если вдруг, точнее деактивировать, если не желаете, чтобы с вами могли связаться через сайт. Уважаемые коллеги, может, у кого-то есть вопросы по работе платформы? Ну, инструкцию по работе на платформе мы тоже подготовим, тоже разошлем всем участникам проекта, да, чтобы это можно было Вопрос. услышать. Доступ на саму форму, выход будет, понятно, что через адрес сайта КРИРО, со Сайт странички Кирилл, да, проекта, будет да? баннер, да, на страничке проекта. И также мы планируем сделать баннер на портале «Открытое образование», да, чтобы вы тоже могли быстро заходить в мобильный методист. Спасибо, Александр Михайлович. Вопрос. Если мобильный методист создается для оказания консалтинговых услуг, где, на какой платформе, кроме вот общения по поводу документов, это будет происходить? Есть ли возможность на этой странице создать страницы создания форумов или организации форумов? То есть, если мы осуществляем консультирование, Да, то нам, это соответственно, внутри идет запрос сообществ, да. внутри сообществ, либо для остальных сообществ, потому что консультирование может касаться проекта в целом, участников в целом, например, всех школ-лидеров или всех участников проекта от нас, от института. Да. Мы раньше это делали в форме запроса, в виде формы электронных писем. Вот если есть такая платформа, то, в принципе, мы могли бы эти консалтинговые услуги по общим проблемам, каким-то содержательным или организационным, перенести сюда. Да, либо форум, либо, может быть, мы реализуем вкладочку «Вопрос-ответ». Конечно. Да. Давайте вопрос-ответ, потому что, чтобы можно было понять и вернуться к этому ответу, либо уточнить этот вопрос. Да. Обязательно, да, это сделаем. С обратной связью. У меня вот один вопрос. Информационная поддержка этого нововведения для всех единого участников проекта? Вот сегодня мы как раз собрались по этому поводу, да, чтобы показать, как это будет работать. Те, кто, например, отсутствует, чтобы мне хочется, чтобы все знали об этом. И, может быть, какое-то письмо подготовить информационное с подробным описанием, куда войти. Да, с подробной инструкцией, Да. конечно.
предложим. Но мы сейчас находимся в онлайн-режиме, видеозапись онлайн-режим у нас размещается в видеозале. Участники, если что-то непонятно сразу как бы или сталкиваетесь с какими-то проблемами, можно вернуться к видеозаписи и ее просмотреть. А о том, что она есть, действительно нужно информацию Да, написать. нужно продублировать все знания и участники, и управление образования. Татьяна Николаевна, что-то хотите сказать для наших участников проекта, может быть, какие-то ваши Наставления, пожелания. Я хотела проговорить, наверное, то, с чего Светлана Васильевна начала. Это как раз этот вопрос про введение в штатное расписание этих необходимых должностей. Я хотела бы обратить внимание, почему они необходимы в этом проекте. Цель того, чтобы их вводить. У нас все-таки проект направлен на две такие целевые группы. Это школы с низкими результатами, и вторая группа – это школы в сложных социальных условиях. Я думаю, что все участники понимают, как важно вообще образовательной организации иметь вот и соцпедагога, и педагога-психолога, и дефектолога. То есть это и на качество образования влияет очень серьезно, потому что и психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений. Ну и плюс, конечно же, там, где сложные социальные условия, без этих штатных единиц просто не обойтись. То есть, чтобы участники понимали, почему мы об этом говорим. Понятно, что мы не можем настаивать на введении, так как штатное расписание очень серьезный документ, и не всегда у нас есть средства и возможности у школ. Но вы должны понимать, чтобы улучшить результаты, чтобы перевести школу из одной категории в другую, о таких штатных единицах нужно думать. Если нет у школы возможности ввести в штатное расписание, не забывайте, пожалуйста, о таких формах, как сетевое взаимодействие. Сетевое взаимодействие, причем как в районе, так и, я думаю, что на уровне республики, вот через тот же методический, да, мобильный методист, через дистанционные формы. Вот это нужно понимать и ставить во главу угла, вступая в проект и рассматривать. Я думаю, что потом нужно просто итоги будут подвести, как школы, которые у нас участники проекта, смогли с этим вопросом справиться. Кто-то, может быть, введет штатное расписание. Но, понятно, сейчас оно утверждено, и оно утверждено на целый год, сейчас мы ничего уже не изменим. Поэтому какие формы? И, может быть, какие-то методические рекомендации школам подготовить? То есть как через сетевое взаимодействие, как на уровне района, как и с помощью школ лидеров это сделать. На это хочется обратить внимание, и чтобы все понимали важность. То есть не только мы там с педагогами должны работать, чтобы повышать качество образования, то есть не все на педагогах сводится, что этот проект он захватывает большую аудиторию. Спасибо, Татьяна Николаевна. Так, уважаемые коллеги, может быть, у кого-то есть вопросы присутствующим? Какие-то реплики, может быть, о вашей готовности к участию в проекте? Насколько сами муниципальные методические службы готовы к участию в нашем проекте мобильного методиста? Прокомментируйте. Насколько готовы вы делиться опытом не только в межмуниципальном сообществе, своими наработками, достижениями, методическими материалами, в том числе по организации каких-то мероприятий для педагогов или рекомендаций для руководителей? В этом-то вопросе проблем нет, Людмила, на самом деле, потому что мы сегодня понимаем, что есть опыт, да, заключения и у методистов, работающих в ИМЦ, и у специалистов, работающих на уровне управления образованием. Другое дело, что очень жесткие временные рамки. И сегодня образовательные организации поставлены в очень серьезные условия, потому что пора горячая, мы все понимаем, и ВПР, и ЕГЭ, и ОГЭ, и все, что хотите, все вот как раз в этот период времени. И второй момент, на который, наверное, все-таки следует обратить внимание, что та система, которая сегодня производила отбор школ лидеров и школ, которые прикреплялась к этим школам-лидерам, ну, наверное, не совсем объективно оценка прошла, потому что не все образовательные организации включились в тестирование, анкетирование. Вот вопрос, да?
остается большим. Наверное, в данном случае мое предложение, если школа, которая сегодня оказалась в ситуации, что ей необходима поддержка по итогам анкетирования, заявляет о том, что они не готовы к участию в данном проекте, просто не нужно препятствовать данной ситуации, потому что это будет ситуация, наверное, некомфортная и для школы-лидера, и для той школы, которая заявлена в эту группу. Поэтому вот как предложение все-таки индивидуально здесь подойти, несмотря на то, что есть приказ, как предложение внести изменения в данный приказ, чтобы мы вышли все-таки на тот прогнозируемый результат, который мы с вами ожидаем за столь короткий период времени. И вот о тех результатах прогнозируемых, которых мы с вами все-таки сегодня видим в октябре, мне кажется, нужно говорить сегодня, я думаю, Эльвира Михайловна, об этом вы говорите на вебинарах, но и как предложение все-таки, если это будет по итогам мероприятия конкурс, то необходимо положение об этом конкурсе уже школам, лидерам и всем группам иметь сегодня, потому что в нем как раз-таки будет заявлена территориальная база, по которой будет отслеживаться успех той или иной деятельности. Да, да, конечно. Спасибо. А мы уже приступили к разработке положения об этом конкурсе. И в ближайшее время, да, все да, предварительно разговор на самом состоялся. Спасибо, что будет прислушались. Я думаю, что это очень важно. Да. Я согласна с коллегами, действительно, насчет отбора школ-участников, небольшие у нас вышли недоразумения, и, может быть, вот сотрудники Крыла вы промониторите, и те школы, которые у нас оказались в этом списке участников, не лидеры, понятно, но и лидеры тоже, у кого есть стойкое нежелание заниматься проектом, давайте пересмотрим приказ. То есть, я согласна, не будет результативности, если мы будем что-то насильно Сопротивление. Давайте отсмотрим, прям, кто действительно не желает, может быть, какой-то опрос провести и пересмотрим. Мне кажется, надо здесь... Ну, у нас уже есть такие факты. Наличие отдельных, скажем так, фактов, да, Марина Анатольевна говорила и на вебинарах, которые проводили в начале этого проекта, мы знакомились с результатами отбора, с процедурой отбора. Я еще раз напоминаю, что школы-участники проекта были отобраны по результатам этого анкетирования, под ту проблемную зону прикреплены к именно этой конкретной школе-лидеру, именно потому, что в рамках анкетирования была выявлена данная проблемная зона. Либо на этом уровне образования, либо в данной сфере. То есть в данном случае мы говорим, и наши вебинары, семинары, об этом мы говорим, что вы, разрабатывая свою программу перевода школы в эффективный режим функционирования, мы понимаем все, вот, как говорила Наталья Юрьевна, да, и сроки, и проблемы, риски, с которыми мы сталкиваемся. Поэтому здесь вопрос отбора этого проблемного поля остается за самой школой и участниками проекта. Я думаю, не нужно отказываться от участия, потому что это очень хороший шанс отработать с помощью республики, с помощью сетевых партнеров, с помощью учредителя отработать некий алгоритм действий и действительно разрешить некую проблему. Выберите одну, острую, наиболее актуальную, и ее разрешите. Не нужно делать все одновременно. И это действительно так. Лучше меньше, но лучше и эффективнее. Спасибо, Эльвира Михайловна. Я бы хотела подчеркнуть еще то, что одной из наших задач в этом проекте является также не только помочь школам, которые реально имеют слабые результаты или которые находятся действительно в очень сложных социальных условиях. Мы увидели, что есть школы, которые близки к границе школ лидеров, да, имеют большой потенциал. И мы вот именно эти школы хотели включить в проект для того, чтобы поднять их до уровня школ лидеров, которые на будущий год уже могли бы войти именно в категорию школ лидеров. Вот именно это мы каждый раз на всех вебинарах и повторяем. В том числе при отборе школ лидеров и школ, которые могли бы в последующем стать лидерами. Поэтому вот в группы, где у нас городские школы, мы включили несколько вот таких вот школ, которые пока еще находятся, скажем так, в нейтральной зоне, но у них есть все возможности стать школой лидерами. То есть это такой вот обучающий момент для этих школ. Еще, уважаемые коллеги, вопросы? Я думаю, что нужно, наверное, анонсировать, что у нас дальше по этому проекту. В апреле и в мае. В мае, я знала, что мы с вами в этом проекте. Да, Светлана Васильевна, пожалуйста.
Ну да, у нас Информировать. ближайшие мероприятия сейчас у нас идет очень важное для участников проекта недели коучинга, поскольку мы понимаем, что большая загруженность, да, и ВПР сейчас идут в школах, мы записываем все мероприятия, которые не транслируются онлайн. И мы разместим на страничке нашего проекта все Мобильные видеозаписи, в том числе, да, мобильные методисты, все видеозаписи всей недели коучинга у вас будут. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, смотрите и выходите с нами на связь. Затем, после майских у нас уже получается праздников, да, у нас будут мероприятия, можно сказать, с одной стороны внутренние, но с другой стороны они затронут тоже широко всех участников проекта, поскольку мы должны будем рассмотреть на нашем научно-методическом совете и проект Министерства образования и затем направить всем участникам проекта методические рекомендации. 4, значит, направления там заявлены, такие всеохватные, что по воспитанию, по, значит, участников проекта, по управлению, да, и по разработке программ как раз-таки переводов. И после того, как сейчас вот обучение пройдут участники проекта на нашей неделе коучинга, после того, как получат наши методические рекомендации, у нас будет с вами важнейший этап, такая веха в нашем проекте, это разработка своих программ. Это тот результат, к которому мы должны будем стремиться и который мы надеемся, что мы получим качественный. Поскольку дальше нас ждет уже конкурс этих программ, но он будет, что ли, межмуниципальный. Будет не просто каждая школа, как в прошлом году, да, будет сама разрабатывать свою программу и сама ее у себя апробировать. Нет. В этом году другая логика взята, да, вот этих межмуниципальных сообществ, когда вместе нужно будет отработать со школой лидером. И затем мы проведем конкурс, грантовый конкурс по, значит, вот, лучшим программам, лучшим системам взаимодействия, в первую очередь сетевого, да, поскольку сейчас это самая актуальная форма и оправданная, и целесообразная, поскольку все сложнее нам очно принимать участие в различных мероприятиях, потому что очень интенсивна наша образовательная жизнь, то, соответственно, вот мы хотим получить такой результат, чтобы, по сути, все программы у всех 8 сообществ получились сильными, да, и чтобы это действительно был такой серьезный результат. Ну и затем, уже если смотреть на второе полугодие и третий, четвертый квартал конкретно, мы уже будем делиться опытом, транслировать свои мероприятия, будем также выходить на связь с другими регионами и представлять уже наш результат. Еще вот очень важно, чуть не забыла сказать, что в июне, конкретно начиная где-то с 5 июня, но непосредственно 7-8 июня, у нас здесь будут представители Государственного университета имени Сэма Хьюстона, США. И мы приглашаем там 2 дня очень интенсивной работы с нашими партнерами в рамках международного даже, да, проекта и вот этого международного методического семинара. Значит, представители Соединенных Штатов Америки, да, и университетские преподаватели, школьные учительницы там приедут. Значит, будет представлен опыт американский, что тоже очень интересно и важно, да, поскольку вот впервые, что ли, проблема была замечена там, это не значит, что у нас таких проблем не было, да, но впервые вот именно Америка стала целевым методом, проектным методом решать вопросы социального неблагополучия. Поэтому, конечно, очень интересно их послушать. Мы всех приглашаем на 2 дня вот такой углубленной семинарской, что ли, работы, где должны будем обсудить все вопросы. 7-8 июня этого года у нас на базе Крион. Ну, в общем-то, вот из глобальных мероприятий это вот такие вот ориентиры названы, но мероприятий, которые мы будем проводить в текущем режиме, их довольно много, да, но они все, в общем-то, нам хотелось бы, чтобы они все были
вокруг помощи, которая необходима школам. Если вам нужна помощь какая-то методическая, мы готовы ее оказывать. Да, Институт развития образования работает на этом. Если нужна какая-то помощь консультативная, то же самое. Да, мы хотели бы, чтобы вы знали, что Институт развития образования – это наш надежный партнер, который всегда готов оказывать помощь по вашим запросам. Вот что очень важно, чтобы вы не молчали, да, чтобы эти запросы были, чтобы мы могли оперативно и качественно их отработать. Ну, пожалуйста. Спасибо, Светлана Васильевна. Я бы хотела еще напомнить коллегам о том, что в Институте развития образования разрабатывается платформа диагностическая. На сегодняшний день там уже представлены те инструменты, которые помогают нам выявлять профессиональные дефициты в рамках предметной области преподавателей, учителей. Дорабатываем мы диагностический инструментарий по выявлению психолого-педагогической компетентности, методической компетентности. И мы предложим для участников проекта провести вот такую диагностику своих педагогических работников и затем на основе результатов этой диагностики выбрать те курсы повышения квалификации, которые вам будут необходимы. У нас будут разрабатываться курсы дистанционные сначала, да, будут запускаться, то есть вот летом у нас такая летняя дистанционная школа запланирована, и ваши коллеги могут пройти обучение в этой летней дистанционной школе. А затем в сентябре у нас будут уже непосредственно курсы очные, да, курсы повышения квалификации очные, там, наверное, в основном будут у нас курсы, связанные с предметными областями. И с социальным неблагополучием. И социальным неблагополучием, да, то есть как его преодолеть, как с этим работать, что с этим делать. Может быть, еще какие-то вопросы у вас появились в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, с новой информацией, которую вы получили? Летняя дистанционная школа по определенной тематике или там будет на выбор предложена разная тематика. Это в основном по тем программам, которые в прошлом году были разработаны, программы повышения квалификации. Вот можно сказать, что там есть те, кто участвовал в психологическая прошлом программа, году, воспитательная, управленческая, то есть вот, не только предметные. С предметниками, учителями тоже реализовывались программы, русский язык, математика, но пока еще, вот, в общем, мы... Да. Если у вас есть какие-то конкретные запросы, пожалуйста, вы можете нам их направлять, и мы под ваши запросы тоже постараемся разработать модули программ или даже непосредственно сами программы. Ждем ваших предложений. Спасибо, уважаемые коллеги. На этом тогда мы завершаем работу нашего сегодняшнего круглого стола. Желаем всем участникам проекта успехов. И хотели бы, конечно, чтобы никто не отказывался от участия в проекте. Все вместе с вами мы будем работать над повышением качества образования в республике. Спасибо. Спасибо большое.